ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте прошла 24-я конференция Коми народа. Ежегодное мероприятие по традиции посвятили проблемным темам, начиная от сохранения коми языка и заканчивая уличным освещением и общественным транспортом. Поэтому основная часть 24-й встречи Коми народа начинается с отчета администрации о проделанной работе по решениям предыдущей, 23-й. Например, об участке дороги Керки-Том. Ее нужно было перевести в статус зимника для получения субсидий на ремонт и обслуживание. В этом октябре Бюро кадастровых работ признало трассу дорогой сезонного значения по факту, но не по документам. Мы этот участок дороги принимали по суду как бесхозяйную, в муниципальную собственность, зарегистрировали право как объект автомобильная дорога. Теперь эта юридическая нестыковка затянула процесс. Стало быть, жители тех мест таки будут мучиться от бездорожья. Хотя снег им убирать будут по муниципальному контракту. Меньше повезло жителям набережной Газовиков. На улице живут без освещения, тротуаров и автобусов. Решить проблему, как выясняется, нельзя. Дорога слишком узкая. Остановку поставить некуда, расширить тоже некак из-за подземных коммуникаций. Эти и еще несколько решений прошлой конференции таки повисли в воздухе, оставшись лишь рекомендациями. Продолжили встречу выступлением делегатов, тоже по актуальным темам. Одной из главных в уходящем году стала ситуация с экологией. Это и нефть в ухтинских реках, и отравление школьников неведомым газом. Это и провоз опасных химических грузов через населенные пункты, несмотря на запрет соответствующих дорожных правил перевозки. Предлагаем от имени конференции обратиться к предприятию-получителю опасных химических веществ о строительстве с просьбой о строительстве, с требованием, наверное, уже это не просьба, о строительстве объездной дороги железнодорожной ветки для доставки опасных грузов, минуя населенные пункты. По мнению общественницы, а ныне депутата Госсовета, конференция Коми народа стала когда-то площадкой для решения проблемы со строительством радиоактивного могильника. Это принесло тогда свои плоды. Итогом этой конференции стали такие рекомендации, как всецелое развитие поселков, в которых проживают коренные коми, и жесткий контроль экологической ситуации. Нерешенные проблемы прошлого года также перекочевали в новый документ. Возможно, список советов республиканским и местным властям пополнится.